Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова. И вначале коротко о главных темах. Реновации в лечении. Эти здания, они будут служить медицине. После капремонта открыт кампус биомедицины КФУ. Какие революционные средства здесь предлагают для борьбы с ишемией, расскажет Рамиль Шайдуллин. Привлекательные средства. Предъявить желтую карточку или красную карточку не представляется возможным. На какую сумму Татарстан рассчитывает в этом году из федерального бюджета? Альбина Солгараева. Обещанного 3 года ждут. В том году обещали не было, позапрошлом обещали. Позапрошлом обещали. В этом году уже обещает, не знаю, вот на той неделе собрание было, опять сегодня обещает собрание. Дождутся ли в этом году капремонта жильцы общежития по улице Короленко, расскажет Алина Бережная. И о Горьком, и о Шаляпине. Что скрывает старый музей под новым именем? Инна Знатулина. В Мадриде стартовал международный этап эстафеты передачи флага WorldSkills. В церемонии приняли участие президент WorldSkills International Саймон Бартли, генеральный директор Союза молодые профессионалы Роберт Уразов и представители Татарстана. Они нанесли на флаг нашивки логотипов предыдущих мировых чемпионатов, прошедших в Испании. Далее флаг продолжит свой путь по странам, которые ранее принимали мировые чемпионаты. Затем эстафета продолжит свой маршрут по России. Планируется охватить все 85 субъектов, а также 43 муниципальных района и 2 города Татарстана. В Казань он будет доставлен 22 августа на открытие чемпионата мира WorldSkills. Мы сегодня запускаем эту эстафету. Еще раз будем сегодня презентовать Татарстан, Россию, в целом движение WorldSkills Russia и Казань, конечно, как столицу будущего чемпионата, чтобы еще раз напомнить о том, что это для нас правда очень актуально, правда очень важно. Сегодня, в общем-то, движение, которое совершенно молодое для нашей страны. Новая жизнь старого госпиталя. Сегодня после капремонта открылось здание военной лечебницы. Здесь сейчас находится научно-лабораторный кампус биомедицины КФУ. Напомним, госпиталь закрыли по решению Минобороны еще в 2010 году. Тогда судьба памятника архитектуры, а зданию 200 лет, повисла в воздухе. Возникла угроза, что здесь появится новый жилой микрорайон. Однако здание власти передали университету, и свой профиль он сохранил. То есть это предоперационное, где хирурги моют руки. Шаг до операции и полный контроль процесса. В стенах бывшего военного госпиталя, а теперь обновленного кампуса. Передовое оборудование и опережающие методики лечения. Для нас, для ученых, для хирургов, конечно же, все хорошо, все лучше, так как условия лучше стали. Ну, раньше вообще не было, редко в местах были операционные такие. Вот тут открылось. Операционной нет и месяца. Она стала частью уникального учебно-научного процесса, единственного в своем роде. Здесь работают над прорывными лекарствами и методиками, а выпускники Института фундаментальной медицины будут становиться медиками высокого класса. Целевое назначение сохранено. Объект с хорошим качеством сдан в эксплуатацию. И я считаю, что очень хороший проект. Единственное помещение, где можно находиться без халата, это своего рода местный пункт наблюдения. Ведь в совершенно разных кабинетах идут совершенно разные операции. И именно здесь можно четко видеть, где рядовой эксперимент, а где очередное открытие. Во втором блоке кампуса европейская методика исследований. Ради новой работы нейробиолог Рустем Хазипов переехал из Марселя. Теперь с коллегами они стоят перед амбициозной задачей – победить повреждение, с которым до сих пор больной часто считался безнадежным. Сейчас мы усердно работаем над проблемами диагностики при ишемическом поражении мозга, которое возникает в результате травмы. И вот на наших экспериментальных моделях мы сейчас активно исследуем роль белка, который называется эндотелин-1, который освобождается из поврежденных сосудов, и он вызывает сокращение сосудов и, собственно, вызывает ишемическое поражение. Здесь же эксперименты над лечением травм спинного мозга и паралича. Подопытные крысы и свиньи. Животные, которых и выращивать начинают в этих же стенах. Нейробиологи замечают, их методы уже широко применяются в медицине. А эти опыты с животными гуманны и одобрены комитетами КФУ. Главное, та польза, которую они принесут людям. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Медпомощь детям на новом уровне. Сегодня после капремонта в Казани открылась вторая детская поликлиника. Теперь по объему услуг она не уступает взрослым. О новых возможностях далее в репортаже. Телефон 230. Настроение начинается с регистратуры. Здесь открыты каждому пациенту. Привычных полок с картами пациентов нет. Все в новом картохранилище. Пока родителям объясняют, что и где, дети могут поиграть. Такие зоны почти на каждом этаже. Удобная стала поликлиника, уютная, яркая, что детям безумно нравится. Увидеть все своими глазами. Президент Татарстана осмотрел кабинет и пообщался с родителями и врачами, а также оценил капитальный ремонт. Обновились не только стены. Лаборатория, она у нас и была, только она еще расширилась. Теперь мы еще будем работать и на другую поликлинику. Это одна из самых крупных поликлиник столицы. Здесь оказывают помощь 17 тысячам детей Вахитовского и Советского районов. Их обслуживает 16 участковых педиатрических бригад. Прием ведут по 22 направлениям. Заработал кабинет неотложки. Закупили новое диагностическое оборудование. Позволяет делать абсолютно все ультразвуковые исследования, которые существуют, смотреть все внутренние органы. Рентгенологический аппарат, который получен сейчас готовится в воду, он цифровой. Старый аппарат был пленочный. Цифровой аппарат снижает лучевую нагрузку на пациента. Поликлинику построили в 2001 году. Это первый капремонт за 17 лет. На это из республиканского бюджета выделили 155 миллионов рублей. Программа капитального ремонта, она позволила охватить все поликлиники, все 10 поликлиник города Казани, 20 зданий с филиалами. Вот везде мы практически уже закончили ремонт. Капремонт медучреждений – приоритетная программа для Татарстана. За 6 лет отремонтировали более 2000 объектов. Лисан Сабирова, Андерсен Тальцев, ТНВ Казань. Социальные проекты в действии. 62 миллиарда рублей республика планирует привлечь из федерального бюджета в этом году. Это 29 программ. Сегодня планы работы перед председателем Госсовета Республики раскрыли члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от Татарстана. О том, как сообща собираются пополнять бюджет, Альбина Салгараева. Перед началом совещания показательные выступления роботов собирают в этих стенах. Сегодня это не просто информационный техникум, а международный центр компетенций. Учебный процесс проходит по мировым стандартам WorldSkills. Здесь и тренировочный полигон для подготовки к соревнованиям национальной сборной. У нас 12 специальностей, 7 из которых это специальности по IT. Основной вопрос дня традиционно финансовый. В этом году республикой поданы заявки на получение федеральных денег. Претендуем на 62 миллиарда рублей. Работа над программами на плечах депутатов. За низкие показатели в прошлом году им грозили красной и желтой карточкой. На этом этапе, а год только начался, предъявить желтую карточку или красную карточку не представляется возможным, к счастью. Я думаю, что мы, если эти федеральные программы сохранятся, вот в условиях 2018 года, мы вновь привлечем энное количество средств для реализации на территории Республики Татарстан не меньше, чем в прошлом году. В минувшем году Татарстан стал лидером среди регионов России по привлечению инвестиций. В этом году в планах удержать позиции. Участвует республика в 21 государственной и 8 целевых федеральных программах. Задача депутатов – стоять на их защите. Следите, пожалуйста, есть информация такая, что поставили социальный блок. На местах нужно решать и текущие вопросы. Так, Фарид Мухаммеджин просил взять под контроль вопрос с закупочными ценами на молоко. Потери доходов в сельскохозяйственном секторе экономики продолжают расти. Объемы молока не уменьшаются. Надои уже сегодня есть информация, что почти 700 миллионов рублей по ценам где-то там по одному спады уменьшаются. В этом году немного изменилась схема софинансирования. Чтобы получить деньги из Москвы, республика должна вложить большую, чем в прошлом году сумму. А вот по обеспечению льготными лекарствами предусмотрен рост выделяемых средств. Вот по этой теме прошло несколько заседаний рабочих групп. Я думаю, что давно нужно было на покупку лекарств и препаратов выделять больше денег. Агропромышленный комплекс, промышленность, транспорт, дорожное хозяйство и социальная политика – традиционно ключевые отрасли по реализации федеральных программ. Сейчас Комитету по экологии предстоит определиться с региональным оператором по обращению с отходами в республике. Как заверил Фарид Мухаммеджин, он станет известен на этой неделе. Пока сегодня делать какие-то выводы рано, работа только намечена. Но сегодня раз отметили, что важно не только привлечь средства, очень важно их вовремя освоить. Альбина Салгараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ Казань.
11 бывших казанских общежитий в этом году увидят долгожданный капремонт. Облупленная штукатурка, неисправная сантехника и старая проводка. Во многих зданиях ремонта не было больше 50 лет. В каких сегодня условиях живут 43 тысячи казанцев, расскажет Алина Бережная. Санузлы, провод, канализация, сами себе видите, как везде одни трубы торчат. Свет как бы, линолеум. Но ремонта здесь давно вообще не было. 3 года назад Айрат Гайнудинов сменил общежитие на квартиру, но с прежними условиями проживания сталкивается почти каждый день. Здесь живет его отец-инвалид. Ухаживать за пенсионером тяжело. Нет горячей воды, душа, туалет в конце коридора. Я его в баню сам вожу каждую неделю. И ни посуду не помыть, как вы видите. Все. Приходится греть, выходить, чайники, обратно туда-сюда тазы набирать. Моемся, также умываемся, стираемся и все прочее. Вот так мы газовую плиту ставим ведрами, каждый выходит, по очереди ставим, если очередь, ждем в коридоре. Даже по 5-6 человек. В душ по расписанию, в туалет хоть в противогазе, на кухне плесень и грибки. Ремонта жильцы общежития по Короленко 54 не видели больше полувека. Находиться в общежитии, мягко говоря, не то что некомфортно, но и опасно для жизни. Электрический щиток, здесь торчат провода, они замыкают, происходит возгорание, поэтому сюда регулярно приезжают экстренные службы. Это общежитие до 2010 года принадлежало заводу «Элекон». Сейчас оно в собственности города. Капремонт обещали провести 3 года назад, но не случилось. И вот снова надежда. Адреса неизвестны, 11 домов, да, вот Владимир Анатольевич подсказывает, что оно имеется. Выбираются по тому же принципу, что и все многоквартирные дома, степень износа, потребность, возраст и так далее. На сегодняшний день все до автоматизма отработано, в том числе и по подрядчикам. Мы, главы районов, комитет, все, кто ответственен в этой важной работе капитального ремонта, научились в диалоге с жителями находить все решения. Замена кровли, систем воды и теплоснабжения, а также электропроводки. Ремонт в общежитиях начнется со дня на день. Также в этом году капремонт пройдет в 296 домах, 19 детских садах и 1 школе. Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Каждый 7-й житель Челнов остался должен казне. Налоговая Автограда недополучила 200 миллионов рублей. Просили налоги на имущество. Если посчитать, то Челны лишились одного садика. Сегодня экономические показатели 2017 года озвучили на совещании в мэрии. На кого город возлагает надежды и как будут бороться с налоговыми неплательщиками, у Альбины Минибаевой. Говорят, я как будто должен, а я не знаю, я пенсионер. Но это еще не освобождает от уплаты налога. Многие о своем долге узнают на работе. Как правило, неприятную весть сообщает бухгалтерия. Заплатить-то надо же, это никто вам за вас не заплатит. Да. Поэтому сейчас будем выяснять, откуда взяли долги. О налогах то ли забыли, то ли сэкономили 68 тысяч челнинцев. Это почти каждый 7-й житель Автограда. Налоговая бьет в набат. Больше 200 миллионов рублей не попали в бюджет Автограда. Тема денег стала основной на совещании в мэрии, и Магдеев был категоричен. Это почти что один хороший детский сад можно было построить в городе Набережные Челны. Я просил бы соответствующие структуры совместно с нашей федеральной налоговой службы по городу Набережные Челны отработать. 53 тысячи требований на 143 миллиона рублей. Фискалы идут в суд за своими платежами. Иски зависят от суммы и времени задолженности. Сумма задолженности менее 3 тысяч рублей, то в этом случае мы ждем, пока сумма налога превысит 3 тысячи рублей, или в течение 3 лет уж. Даже если меньше, уже в течение 3 лет уже направляется в суд для взыскания. Челнинцы меры поддерживают, но перед судом лучше разобраться, почему долг накопился, говорят плательщики. Многие без работы, в сокращение выпадают в наше время. Ну, с этим знаю, связано. Что-то какая-то причина, надо просто выяснять это все. Деньги налогоплательщиков идут в бюджет, на благоустройство нашего города, на медицину, на детские сады. Как бы я считаю, что выплачивать налоги – это обязанность каждого гражданина. Люди начинают, наверное, или контроль терять над собой. Все равно какая-то совесть у человека должен быть. В этом году бюджет Челнов пополнили на 9 миллиардов рублей. На город и республику работали КАМАЗ, Даймлер КАМАЗ, Ремдизель. Свою лепту внесли и резиденты территории опережающего развития. Если к началу 2017-го было зарегистрировано 6 предприятий, то к 2018-му 21. Город на них заработал 28 миллионов рублей. Это ответ на вопрос. Формирует территория опережающего социально-экономического развития городской бюджет? Конечно, формирует.
Подоходный налог никто не отменял. Денежные потоки позволят Челнам начать ремонт в инфекционной больнице. Нужно почти 1 миллиард рублей. В планах построить новую школу в 63-м комплексе. Альбина Минибаева, Ишат Аюпов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Набережные Челны. Это новости Татарстана, и смотрите далее в выпуске. И о Горьком, и о Шаляпине. Что скрывает старый музей под новым именем? Лина Знатулина. Концерт Валерия Меладзе, Егора Крида и татарских исполнителей. В этот день смогут воспользоваться услугами общественного транспорта бесплатно. Какие еще привилегии даст браслет «Я проголосовал» 18 марта, узнал Салават Махмадулян. Старый музей под новым именем, обновленный музей Максима Горького и Федора Шаляпина, сегодня оценил президент республики. В здании второй половины 19 века музейный комплекс появился еще в 1940-м, а в 2012-м на его реконструкцию выделили 100 миллионов рублей. Чем живет музей уже под двойной фамилией и почему лучший сувенир отсюда теперь свежий хлеб? Лина Знатулина. Но для того, чтобы она была персональной, нужно сделать с этой лепешкой при помощи вилочки любую фигуру. Персональную лепешку вместе с маленькими посетителями мастер-класса вылепил и Рустам Миниханов. Казалось бы, почему в музее писателя Горького и певца Шаляпина пекут хлеб? Еще на этапе проекта реконструкции решили развивать инфраструктуру. Нам очень хотелось, чтобы у нас было музейное кафе, потому что это удобно, это необычно, это всегда привлекает посетителей. И фишка нашего кафе не только в том, что оно называется «Трактир у Горького», а еще в том, что там подаются блюда, кстати, достаточно недорогие по среднему чеку, блюда, которые связаны с традиционной кухней татарской и русской. Трактир помог оживить и еще одну фишку музея. В пекарне, где Алексей Пешко в конце 19 века работал подручным пекаря, после реконструкции не только сохранен и воссоздан прежний интерьер, но и снова пахнет хлебом. Сегодня в фондах теперь уже объединенного музея 40 тысяч экспонатов, связанных с Горьким, и 4 тысячи с Шаляпиным. По словам работников, двойное название не перемена, а скорее восстановление исторической справедливости. А вот само помещение действительно преобразилось. Президент был здесь 6 лет назад, тогда и решил выделить на реконструкцию около 100 миллионов рублей. У нас падали потолки, и они там стояли, вот эти подпорки, бревна спирали наши потолки, и он это все увидел. И вот благодаря президенту мы сегодня имеем вот это отремонтированное, отреставрированное здание. Сегодня в музее стартовали горьковские чтения на конференции представителей музея писателя в Нижнем Новгороде. Кстати, и там часть экспозиции посвящена Федору Шаляпину. Лина Знатульна, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Предвыборная кампания вышла на финишную прямую. У кандидатов в президенты страны и их сторонников началась последняя неделя агитации. Чем сегодня занимались татарстанские избирательные штабы, информацию собрал Дмитрий Аренин. Глазки боятся, ручки делают. В региональном избирательном штабе Владимира Путина сегодня наставление волонтерам давал доверенное лицо кандидата Елена Ульянова. Обсудили социальные инициативы, которые реализуются в стране. Говорили, как воплощать различные проекты и выработать лидерские качества, чтобы вести за собой команды. Прекрасные ребята. Очень важно, когда у всех глаза горят. И ты понимаешь, что они здесь находятся не потому, что их сюда привели, а потому что по зову сердца. Все эти встречи очень интересны, потому что они являются очень достойными людьми в нашей стране. Они лично все знакомы с Владимиром Владимировичем Путиным. Они доводят до нас вот эту информацию из первых уст. В татарстанском штабе Владимира Жириновского сегодня подвели промежуточный итог своей работы и наметили планы на текущую неделю. Не планируем останавливаться на нашей работе, продолжать ее. Продолжать причем совместно с Москвой. В каком плане? У нас проходят в настоящий момент в онлайн-режиме и обучение всех, кто участвует в агитационной кампании. Нам рассылаются примеры, как нужно агитировать. Сторонники Павла Грудинина сегодня готовятся к завтрашнему визиту в Казань своего кандидата. Также в штабе на этой неделе собираются завершить раздачу агитационных материалов. У нас поступил еще дополнительный объем агитационной продукции, поэтому, естественно, мы будем распространять. Это и почтовые ящики, это работа наших выездных бригад. Ну, кроме того, у нас продолжаются дебаты, у нас, кстати, выходят новые доверенные лица. Вышли на финишную прямую своей работы татарстанские сторонники кандидатов в президенты Бориса Титова, Григория Явлинского, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Сергея Бабурина. Последним днем агитации по закону будет пятница, в субботу уже день тишины перед выборами. Дмитрий Аренин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Интерес к выборам президента России вырос. Это показывают новые исследования ВЦИОМ. По их данным, 74% опрошенных говорят, что точно примут участие в голосовании. Те, кто определится ближе к дате голосования, около 9%. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? 69% респондентов заявляют о готовности проголосовать за Владимира Путина. Электоральный показатель Павла Грудинина составляет 7%, Владимира Жириновского – 5%. Менее 1% за Бориса Титова и Максима Сурайкина. Опрос проведен с 5 по 7 и 9 марта по телефону среди 4000 респондентов. По данным ВЦИОМ, на выборах в Татарстане ожидается явка выше, чем в России, в пределах 78%. За Владимира Путина планируют проголосовать 65% всех опрошенных. 8,7% за Павла Грудинина. Владимира Жириновского намерено поддержать 4,5% респондентов. Ксению Собчак – 1,6%, Григория Явлинского – 1,2%. Еще не определились с кандидатом 12,8% опрошенных. Таким образом, с учетом определившихся со своим мнением и твердо намеренных участвовать в выборах, за Владимира Путина готовы проголосовать не менее 81% активных избирателей. Телефонный опрос проведен с 1 по 4 марта. Опрошено 1500 человек. Эта неделя завершится главными выборами страны. Сегодня мы вновь спросили казанцев, пойдут ли они 18 марта выбирать президента России. Да, пойду. Это мой выбор, пойду голосовать, хочу выбрать президента. Обязательно. Почему? Ну как почему? Все идут голосовать, и мы идем. Да, я собираюсь, конечно, на выборы. И считаю, что каждый человек обязан сходить, выбрать своего президента. Других вариантов для меня просто и нет. Я с самого начала собиралась. Специально даже сходила, написала заявление, чтобы голосовать по месту жительства. Нет, не пойду. Но я не прикрепилась, я не здесь живу. Я гражданин России, как и так не пойти? Надо выбирать свое будущее. Решили в этом году сходить всей семьей. Даже муж в другом месте прописан. Я ему говорю, давай прикрепляйся к нам, чтобы мы всей семьей пошли в одно место, а потом, может быть, как раз-таки, может, сходим в кафе или куда-то. Решили сделать себе мероприятие, выход в свет. Проголосовал на выборах президента, получил билет на звездный уикенд. 18 марта на избирательных участках республики будут раздавать специальные браслеты. В Казани по ним можно будет попасть на концерт Валерия Меладзе и Егора Крида. Какие еще бонусы ждут обладателей, узнал Салават Мухаммадуллин. Возможность послушать вживую Валерия Меладзе, Егора Крида и других известных исполнителей. Билет на звездный вечер – этот поистине волшебный браслет. Проголосовал – получил браслет. Отдав свой голос, здесь же можно будет закупиться продуктами. Около 450 участков развернутся сельхозярмарки. Кстати, любой обладатель браслета сможет выиграть iPhone, iPad и даже гироскутер. На избирательных участках пройдет фотомарафон «Айда на выборы». Спасибо. Еще одно волшебство браслета 18 марта – это бесплатный проезд на общественном транспорте. Не за красивые глаза, а за красочный аксессуар можно будет доехать до любой точки города. В день проведения выборов президента Российской Федерации было принято дополнительно организовать 56 автобусов из отдаленных поселков для того, чтобы они с удобством могли доехать до своих избирательных участков. После выбора на выбор в разных районах и городах республики бонусы. В Буинске, например, браслет даст 50% скидку в общественную баню. Такую же скидку, но уже в драматический театр получат альметьевцы. Бесплатно концерт. Радик Юльякшин выступит, и также планируется выступление московской артистки, певицы Нюши. И также, если погодные условия позволят, праздничный салют. В Казани для активных избирателей двери распахнут музеи, а в 162 школах фотовыставка «Моя Россия» с уникальными кадрами Камчатской бухты, горы Айпетри в Крыму и Малинового озера. Будет интерес учитываться всех жителей Казани. И помимо самого концерта это будут активности, фудкорты. У браслета еще не одна суперспособность. Оценить все его возможности можно только 18 марта. Завершится же выбранный уикенд праздничным салютом. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.
Ретро-ФМ «Казань» дает вторую жизнь памятным фотографиям. Радиостанция организовала фотоконкурс для казанцев «Ценные кадры». Его главная цель – возрождение семейных ценностей и привлечение внимания к истории любимого города. Финал конкурса прошел в ТЦ «Горький парк». Кто стал обладателем главного приза, расскажет Светлана Звонарева. В очередной раз радиостанция «Ретро-ФМ Казань» приготовила для своих слушателей приятный сюрприз – возможность поделиться памятными фотографиями и получить награду. По условиям фотоконкурса участникам нужно было опубликовать фотографии о Казани, о семье времен 70-х, 80-х и 90-х. Она памятна, близка, является родной, и это еще один повод просмотреть семейный альбом и погрузиться в приятнейшие воспоминания. На призыв любимой радиостанции откликнулись более 160 казанцев. В финал прошли 10 участников, которые, преодолев голосование в группе «Ретро-ФМ» в соцсетях, боролись за главный приз – телевизор. Я не ожидала, что выиграю. Дальше буду тоже принимать участие во всех конкурсах и продолжать слушать мою любимую радиостанцию Ретро-ФМ. Я не выиграла, да, но я все равно слушаю Ретро-ФМ и желаю всем весеннего настроения. Замечательно. И выигрывайте, и слушайте все Ретро-ФМ. Проигравших в этот день не было. Пришедшие на площадку Ретро-ФМ смогли принять участие в конкурсах под лучшие хиты 70-х, 80-х и 90-х. В режиме свободного катания в Свияжских холмах завершился фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок президента республики. Главной идеей первого фестиваля было разорвать спор, кто круче – лыжник или сноубордист. Нашли ли на склонах универсальный секрет спортивного успеха, знает Рамиль Шайдуллин. Чем ниже и быстрее, тем выше на пьедестале. На старте равны все. Лыжи и доски, госорганы и бизнес, банкиры и заводчане, спортсмены и любители. Всех оценивают по одним критериям – скорости и точности. Знакомых лиц очень много, но я думаю, дружбы, но соревнования выиграть всегда охота. Дело в том, что здесь есть и профессионалы, насколько я понимаю. Я думаю, что занять какое-то призовое место будет достаточно сложно. Юные годы и взрослые требования. Насте Сегеда 12 лет. В 5 на трассу ее вывел дедушка. Сегодня в Свияжске ее дебют. Просто главное откатать и все, чтобы не было травм на трассе. Надо плюнуть в оба сапога, чтобы хорошо встал. Спортсмен ли или любитель, у каждого свои секреты и суеверия. Их диктуют условия чемпионата. На одних и тех же спусках больше 100 человек и десятки команд. Параллельный слалом-гигант, то есть две команды параллельно стартуют. Это командная эстафета, 4 человека команда у нас, 2 горнолыжника, 2 сноубордиста. То есть это формат впервые мы тестируем такой, никто его никогда еще не проводил, поэтому мы впереди планеты всей. Длинные и средние трассы, крутые и пологие спуски. Каждому по квалификации. В Свияжске не раз доказывали, эти склоны готовы к зрелищной борьбе. В копилке татарстанского Куршавеля уже чемпионат России по сноуборду. Одна из таких наших идей тоже на этой трассе провести, может быть, и Кубок мира по сноуборду. В общем-то, для этого у нас все возможности есть. Вопрос сегодня, да, согласится ли Международная федерация отдать нам этот кубок. Пока идет и такая работа, Свияжск продолжает череду зимних спусков. Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Все, что можно вообще вот в жизни, мне кажется, получить внутренне, это вот именно горные лыжи, сноуборд. Первый фестиваль по лыжам и сноуборду принес победу хозяйке турнира. Лучшие из органов госвласти, Минэкологии, предприятий, Камский завод полимерных материалов. Теперь только реванш. В Свияжске думают над продолжением президентских гонок. Рамиль Шайдуллин, Асилу Хафизова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Триумф российских паралимпийцев в Южной Корее. Сразу 3 медали в сборной копилку принесли лыжники. Екатерина Румянцева завоевала 2-е золото. Ранее спортсменка была первой в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 километров раздельным стартом. А нижнекамская спортсменка Марта Зайнуллина остановилась всего в шаге от пьедестала. Она пришла к финишу 4-й в лыжной гонке на 12 километров. Девушка выступала среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, выступающих сидя. Шансы завоевать медаль не потеряны. Марта Зайнуллина выступит еще в 2 лыжных и 2 биатлонных гонках.
Продолжаем тему. На старт лыжного марафона в Казани вышли более 700 участников из различных уголков мира, среди которых олимпийские призеры Южной Кореи и чемпионы мировых стартов прошлых лет. Лыжный марафон проходит вот уже 50 лет подряд. Традиционно любопытным получился так называемый забег среди ВИПов. На дистанции 5 километров выиграл ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдулазянов. Вторым к финишу пришел Ревкат Миниханов, а бронза у Рената Нугайбекова. Чемпионом марафонского забега стал Константин Гловацких из Удмуртии. Каждый участник получил специальную медаль марафона. Сейчас очень приятно то, что вот я вижу очень много детей, много участников. И то, что здесь центр, он находится как бы в черте практически города. И так что любой житель может прийти покататься сюда и все. Вот сегодня мы видим прекрасная погода, 14 где-то градусов мороза. Это вообще для лыжников это рай. Никита Шлейхер завоевал бронзу этапа мировой серии финна по прыжкам в воду. Соревнования проходили с 9 по 11 марта в Пекине. А татарстанская спортсменка Марта Мартьянова также завоевала бронзовую медаль по итогам личных соревнований раперисток на юниорском первенстве Европы в Сочи. Всего на турнире состязались 57 участниц. Отметим, что в этой же дисциплине вторую бронзовую медаль завоевала другая представительница России Виктория Юсова. Ранее серебряным призером первенства Европы по фехтованию стала еще одна татарстанская спортсменка Элла Минуллина. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Хотите качественную недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Ночью в республике по-прежнему очень морозно, а вот днем в предстоящие сутки будет теплее, осадки не ожидаются. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет ясно, без осадков, до 9 градусов мороза. На северо-востоке республики тоже ожидается ясная погода, там будет до 7 градусов ниже 0. На севере Татарстана малооблачно, без осадков и до 7 градусов мороза. На северо-западе республики ожидается переменная облачность и минус 9 градусов. На юго-западе ясно, без осадков и до 5 градусов мороза. В центре республики ожидается ясная погода. Там температура воздуха составит минус 7 градусов. В последующие сутки ожидается повышение температур как в ночные, так и в дневные часы. В Казани ожидается перемена облачности до 8 градусов мороза. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.